Салам алейкум, хурматле милләттәштәр, хаумага дустар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В эфире очередной выпуск программы «Обсудим с Русланом», где мы вместе с вами обсуждаем самые интересные новости, которые произошли за прошедшую неделю. 21 августа в городе Оренбург начался процесс над так называемыми организаторами по баймакскому делу. Напомню, что 17 января 2024 года более 5000 человек вышло к зданию суда в Баймаке, чтобы поддержать своего лидера, известного общественного деятеля Фаиля Алсынова, который в своих речах выступал за защиту башкирской земли, защиту башкирской природы. В его речах нашли что-то экстремистское и завели уголовное дело на суд. Это так настолько возмутило людей, что на суд к нему пришло несколько тысяч человек. Власть вместо того, чтобы разговаривать с людьми, просто натравила на людей ОМОН, Росгвардию, которая начала избивать людей, заливать их слезоточивым газом, закидывала светошумовыми гранатами, действовали провокаторы соответствующие, которые специально спровоцировали толпу на защитную реакцию. В результате этих действий было заведено уголовное дело властями, оккупационными властями российскими, было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. Было арестовано более 80 человек, 82 человека конкретно, которые сейчас уже, многие из них уже получили сроки, реальные сроки от 4,5 до 7,5 лет. Там и мужчины, там и женщины. И сейчас начался процесс над организаторами, то есть следствие, московское следствие, которое ведет это дело, оно выявило якобы организаторов, что 10 человек организовали все эти масштабные события, заранее спланировали, заранее приготовились, позвали народ и спровоцировали драку с ОМОНом. И вот сейчас 10 человек судят в городе Оренбург. Почему в городе Оренбург? Потому что все суды, вообще все суды над всеми участниками баймакского дела проходят за пределами Республики Башкортостан. Адвокаты пытались обжаловать, но прокуратура и ФСБ ответили на это так, что они боятся проводить в Республике Башкортостан эти судебные процессы, потому что могут повториться баймакские события, что народ вновь придет поддержать своих родственников, друзей. И это говорит о том, что власть боится башкир. И вот сейчас в городе Оренбург начался уголовный процесс над организаторами, так называемыми, конечно, в кавычках. Это, перечислю их фамилии, это Ахмед Якупов, Артур Мухаметов, Салават Елкибаев, Самат Давлетов, Денис Гайсин, Ильяс Байгускаров, Юлай Аюпов, Загир Ахмедин, Айнур Хусаинов и одна среди них женщина, это учительница башкирского языка Альфинур Рахматуллина. Вот по версии следствия эти люди, там же также фигурирую и я, Руслан Габбасов. Они считают, что я из-за границы, из-за Литвы спровоцировал организовал все эти баймакские события. Вот. Их обвиняют по статье 212, часть 1 Уголовного кодекса организации массовых беспорядков, а также некоторым из них вменяется статья 318, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации применение насилия неопасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти. Кстати, там всем участникам баймакских событий применяется вот эта статья практически. Применение насилия неопасного. То есть ничего опасного во время этих событий никому из сотрудников органов, правоохранительных органов, силовых структур не было сделано. Ни у одного из них не было никакого ни перелома, ни там тяжкого вреда здоровью. Там никто не пострадал. Абсолютно. Максимум там им было некомфортно, они почувствовали там какую-то боль. Вот это максимум, что у них было. Но за это сейчас они людей максимально сажают.
Оренбург вообще сам по себе в истории башкирского народа и печально известен тем, что там постоянно казнили наших башкир, которые поднимались в защиту своей башкирской земли. Мало того, сам Оренбург построен на башкирских землях, и сделано это для того, чтобы отделить башкирские земли от казахских земель, чтобы отделить башкирский народ от казахского народа. Потому что раньше два народа, они всегда вместе общались, дружили, устанавливались родственные связи, помогали друг другу. И когда башкиры поднимались на восстание, казахи очень часто помогали нам в этом. Башкиры отправляли, сами скрывались в казахских степях, либо отправляли своих родственников, свой скот туда, чтобы каратели не могли до них добраться. Чтобы вот это пресечь, и чтобы до конца покорить башкирские земли, была построена сеть оренбургских крепостей с городом Оренбургом. И вот Оренбург — это печально известный город, который вот в истории башкирского народа всегда ассоциируется с колонизацией, с агрессией, с репрессиями. Там очень много башкир казнили. И вот сейчас история повторяется, и идет процесс над 10 героями, я не побоюсь этого слова, героями башкирского народа. Власти думают, что таким способом они запугают нас, башкир. Но этот эффект, да, с первое время действительно он произвел эффект вот такого запугивания. Да, народ был злой, народ негодовал, народ возмущался всем этим событиям, как все это делалось. Напомню, что во время этих событий людей пытали, избивали, 2 людей убили, одного просто забили до смерти, второго довели до самоубийства. Он вышел после, скажем так, разговора со следователем, разговора в кавычках, его там били и пытали, и повесился. И в результате этих событий народ, конечно же, был злой, но первое время боялся вновь выступать. Но постепенно страх проходит, вырастает новое поколение башкир, которые помнят, как все это произошло, но не помнят острые события, вот эти вот, да, страх, боль и так далее. Они знают, что просто были события, где башкиры поднялись, и где их жестоко за это били и убивали. Поэтому, конечно же, в памяти башкирского народа это будут события иметь масштабное значение. Сами люди, которые сейчас, сами башкиры, которые сейчас сидят, я напомню, что там все сидят башкиры, все 82 человека это башкиры по национальности. Из них, кстати, 46 уже признаны политическими заключенными. Вот все вот эти люди, которые сейчас сидят, это все сакральные жертвы башкирского народа. И пока они будут сидеть, они будут героями. Пока они сидят, пока длится это дело, оно будет иметь значение для башкирского народа как борьба за свои земли, за свою природу, за свою культуру, за свою идентичность. И когда власть думала, что она тем самым запугает нас, наоборот, она дает нам силы в будущем всегда опираться на эти события, как когда-то казахи опирались на события Жолтоксана. Кто не помнит, в 1986 году власть точно так же разогнала силой казахскую молодежь, которая выступила против того, что им назначили сверху русского руководителя, да, Колбина такого. Убрали казаха и назначили русского. Молодежь вышла возмущенная, их избили, их многих посадили, кого-то расстреляли, тогда была смертная казнь. Прошло 5 лет, и Казахстан стал независимым государством. Они, опираясь на эти события, поднимались, и сегодня День независимости Казахстана как раз является вот тем днем, когда был Жолтоксан, когда были избиения, массовые избиения казахов. И мы также будем опираться на события, на эти баймакские события, мы будем помнить, мы, конечно же, не забудем про наших братьев, которые сейчас там, братьев и сестер, которые сейчас находятся в застенках этой кровавой Российской империи. Будем следить за событиями, будем обязательно комментировать то, что как происходит дело. Следующая новость, которую я хотел с вами обсудить, это о том, что Башспирт на 8,7% увеличил производство
своей продукции в Республике Башкортостан по сравнению с предыдущим годом. То есть жизнь ухудшается, как в России в целом по стране, так и в Республике Башкортостан. Падают зарплаты, растут цены, растет инфляция, растет цены на ЖКХ, на услуги, на обычные. Идет война, огромное количество людей погибает, огромное количество людей становится калеками. Закрыли все границы, закрыли все мессенджеры, которые более-менее давали независимо и свободно переписываться. Вместо этого, что они делают власти? Они увеличивают количество алкоголя, чтобы люди больше пили и не обращали внимания на то, что происходит в Российской Федерации. Вообще в политику, не лезли в политику, потому что пьяный человек, он обычно, ему ничего не надо. Ему напиться, забыться, протрезветь, похмелиться и опять. И вот вся жизнь такая. Также напомню, что на сегодняшний момент, если такого 20 лет назад точно не было, то сейчас практически в каждом крупном, более-менее крупном населенном пункте Республики Башкортостан, в том числе и в башкирских населенных пунктах, и татарских населенных пунктах, везде ставят алкогольные магазины. Так называемая сеть алкомаркетов «Красное-белое». Там очень дешевое вот это алкогольное пойло, его везде открывают, эти точки. Были скандалы, когда открывали прямо напротив мечетей. И люди в свободное время постепенно пристращаются вот к этому алкоголю, к дешевому алкоголю. С работы идут, купили бутылочку, на второй день снова. И вот так вот люди спиваются. Организация Башкорт еще до признания ее экстремистской боролась с этим злом, боролась с продажей алкоголя в аулах, в деревнях башкирских. В первую очередь боролась она с нелегалами, которые продавали нелегальное пойло, нелегальный алкоголь, травили людей, было очень много смертей, и организация Башкорт с этим боролась. И достаточно успешно боролась. Не только как-то, знаете, физически, да, были моменты, что делали контрольные закупки, потом выливали все это под камеру, людей снимали. Но в первую очередь словом боролись, людям объясняли, собирались ЕИНы, собирали жителей населенных пунктов, жителей районов, объясняли им, что алкоголь это зло, что алкоголь разрушает семьи, алкоголь убивает людей. И это имело положительные моменты, когда целые села, целые башкирские аулы просто прекращали пить. Люди начинали собираться на какие-то общие субботники. У нас по-башкирски называется үме. Когда они собирались, там, открывали какие-то спортивные площадки, заливали катки, строили забор, облагораживали территорию. В свободное время, вместо того, чтобы пить где-то алкоголь, они вот так проводили время. Еще 100 лет назад башкиры практически никогда не пили. С приходом советской власти вот этот алкоголь был внедрен в башкирскую жизнь, татарскую жизнь, в жизнь других народов. И постепенно людей приучали к тому, что пить алкоголь это хорошо. Хотя мы мусульмане, и нам это харам, нам нельзя пить этот алкоголь. Сейчас, к счастью, ислам постепенно возвращается в жизнь башкирского народа. Много молодежи постепенно осознают, что алкоголь это зло, принимают ислам, живут по моральным и этическим нормам башкирского народа, когда у нас не было никакого алкоголя. Но постепенно алкоголь все равно есть, и он продается и распространяет свое зло. С этим надо бороться, но власти специально, сознательно спаивают население. Когда Республика Башкортостан станет независимым государством, конечно, у нас не будет никакого башспирта. Мы закроем все алкогольные магазины в деревнях, в райцентрах, в аулах. Алкогольные магазины останутся только в туристических местах и в крупных городах, где они будут работать только определенное количество часов. Максимум в день, допустим, с 11 утра до часу дня или до 2 часов дня. То есть 2-3 часа в день будут работать только для тех, кто приезжает к нам как туристы отдыхать, купить, чтобы какой-то, если они пьют алкоголь. В остальном
алкомаркеты всякие, алкогольная продукция будет запрещена. Так мы будем жить, потому что алкоголь это зло. Следующую новость, которую я хотел обсудить, это очень горячая новость, которая вызвала достаточно большой ажиотаж в Республике Башкортостан, особенно среди башкирского народа, среди татарского народа. Это то, что в городе Благовещенск, Республики Башкортостан, подожгли мечеть. 21 августа молодой человек на скейтборде подъехал к мечети, к местной, и кинул в нее бутылку с зажигательной смесью. Мечеть загорелась, сам он тоже там вроде бы немножко пострадал, облился. Его поймали, пожар затушили, но факт в чем? В том, что, во-первых, что такое город Благовещенск? Город Благовещенск это в свое время открывшаяся, построенная крепость на территории Республики Башкортостан, на территории башкирских земель, тогда Башкортостана республики не было, для контроля башкирских земель, для того, чтобы там располагались карательные отряды, которые должны были подавлять различные недовольства, бунты, восстания и воевать против башкир. Вот для чего это была крепость создана, как и город Бирск, который рядом расположен. Там в основном же проживает русское население в этих городах. И они очень давно славятся своей вот антибашкирской вот такой вот позицией, антиисламской позицией. Там очень много русских националистов, имперцев, которые мечтают о возрождении Уфимской губернии, о том, чтобы Республика Башкортостан прекратила свое существование. Вот такое население. Вот буквально там полгода назад в городе Бирск, допустим, был скандал, когда афиши, туда должны были приехать артисты, певцы татарские и башкирские, были расклеены заранее афиши. Так вот, эти афиши были изгажены тем, что на них было написано там «Чурки вон». Да, то есть так они называют башкир и татар, вот местное население. И там всегда вот такая у них была, такое это было отношение к башкирам и татарам. Поэтому город Благовещенск, неудивительно, что такое произошло в городе Благовещенск, оно должно было рано или поздно произойти, потому что вот русская община, она опирается, вот в первую очередь, русская община, которая у нас действует в Республике Башкортостан, она опирается в первую очередь на русское население города Уфы, города Бирска, города Благовещенска. И когда вот такие события происходят, конечно же, они вызывают возмущение у башкир. Человека поймали, но так его до сих пор не показали общественности. Кто он такой? Зачем он это сделал? Обычно, когда в каких-то резонансных событиях ловят башкира, мы помним, когда ловили башкир там, на поджоге имперского флага там, или еще какие-то моменты, тут же информацию о задержанных сливали в какие-то там, скажем, провластные хабировские телеграм-каналы, такие как Техас Хабирова там, или еще какие-либо, и которые уже показывали там либо допрос этого башкира, там, о нем какую-то информацию, либо его там признательные показания. Сейчас нету абсолютно ничего, тишина полная. Почему это происходит? Ну, я предположу, что, скорее всего, это происходит потому, что туда подключились, конечно же, в первую очередь Следственный комитет во главе с Бастрыкиным. А мы знаем, что Бастрыкин, он крышует русскую общину, он ее поддерживает во всем и заводит уголовные дела против всех нерусских, а всех русских, если они вдруг попадают в какие-то такие сомнительные криминальные истории, он их начинает отмазывать. Было дело, когда полиция задерживала представителей русской общин и заводила на них уголовное дело, а Следственный комитет отменял эти уголовные дела и заводил уголовные дела, наоборот, на полицейских. И здесь, по моему мнению, то же самое происходит. Сейчас пытаются замять это дело, чтобы это дело было затихло, чтобы дать максимум, там, возможно, штраф какой-то этому человеку. Его не покажут, скорее всего.
о нем ничего не будет известно, чтобы просто не будоражить население, не показывать, что вот этот парень, он русский по национальности, что он действовал из-за ненависти к мусульманам, из-за ненависти к башкирам и татарам. Это специально делается. То же самое было, мы помним, когда в городе Сибай женщина оскорбляла башкир в наглую, открыто, кричала это в окно, ее засняли на камеру, она там максимально оскорбляла башкир, там называла их грязными животными, там еще как только не называла. Что ей было? Ничего ей не было, даже штрафы не дали. Она, или, по-моему, штраф какой-то дали, то есть она извинилась на камеру и все на этом. Я напомню, что Фаиля Алсынова посадили на 4 года только за слова «карахавык». Рамилю Саитову посадили на 3 года колонии поселения, первый срок ей дали, за вопрос, откуда в Уфе столько армян. От этого возбудилась сразу же жена Ради Хабирова, армянка по национальности, и натравила просто правоохранительные органы на Рамилю Саитову, которую после этого сразу же посадили, якобы за разжигание межнациональной розни. А здесь, когда дело происходит с русскими, ничего подобного. Закон играет в обратную сторону, защищает русских максимально, прячет их от гнева населения, спускает на тормозах все вот эти их поступки, грязные поступки. И в Республике Башкортостан вообще очень часто вспыхивают вот эти вот межнациональные конфликты, потому что русские, не все русские, есть очень много у нас хороших русских, которые очень положительно относятся, толерантно относятся к башкирам, к татарам, к мусульманам, но очень также много русских, которые именно специально провоцируют межнациональную рознь, устраивают русские марши в Республике Башкортостан, какие-то крестные ходы с имперскими флагами, с криками «Россия для русских», с криками, что вместо Республики Башкортостан должна быть Уфимская губерния. И мы помним случай, то есть они еще плюс дополнительно метят, ставят свои православные какие-то вот знаки на наших башкирских землях. Мы помним историю, когда на Павловском водохранилище в Нуримановском районе, исторически башкирская земля, где жили башкиры, где сейчас живет также много татар, это мусульмане все. На Павловском водохранилище на скале Кахарман-Кая, переводится скала героев. Во-первых, ее русские переименовали в свое название и назвали ее 12 апостолов, скала 12 апостолов. И сейчас везде в средствах массовой информации указывается именно как скала 12 апостолов. Не башкирское название. Башкирское название сознательно игнорируется. Вот на этой скале они установили большой двухметровый крест. Нашлись люди, которые этот крест сломали. Не знаю, кто это был. Возможно, сами русские, чтобы спровоцировать скандал. Но крест был сломан. Было сразу же возбуждено уголовное дело, поднялся большой шум, русские начали кричать: вот там провокаторы, там мусульмане, там исламисты, башкиры, там татары, шовинисты и так далее. Хотя это не доказано было, что это башкиры или татары. В итоге но сам факт того, что крест был установлен заранее, до этого незаконно. Никакого согласования с местным населением не было, никакой документации не было. Просто захотели, в наглую установили крест на самом высоком месте, на самом видном месте. Когда крест этот сломали, они восстановили этот крест и уже задним числом сделали документацию, что якобы все он там законно стоит, что все было согласовано с населением. Этому помогли местные власти, коллаборационисты. Задним числом узаконили этот крест и установили сейчас железный огромный крест, установили камеру, чтобы никто не сломал. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы метить места. Вот стоит пустое место, никаких знаков там нету, просто красивая природа. Нужно прийти туда, поставить какой-то крест, поставить какую-то там часовню, какую-то икону повесить и в наглую, без разрешения местного населения. А потом, когда местное население башкирское, татарское начинает возмущаться, приходит, чтобы это демонтировать обратно по закону, им тут же поднимается крик русских о том, что вот,
нас ущемляют, ущемляют нашу православную веру, сносят наши кресты. Понимаете, да? То есть они незаконно, самовольно ставят сперва, а потом, когда их пытаются демонтировать то, что они поставили, они начинают кричать об этом. Вот нас ущемляют, тут же включается Русская Православная Церковь из Москвы, тут же подключается Бастрыкин, тут же возмущаться начинает русская община. И все, крик, скандал на весь мир. Ущемляют православных, ущемляют русских. Кто-нибудь был из вас в Красноусольске? Наверное, многие были. Кто не был, съездите и посмотрите, как райцентр Гафурийского района, центра башкирской земли, где живет в большом количестве башкирское население, в том числе и татарское население. Чем славен вот этот Красноусольск? Тем, что там очень много минеральных источников. Знаменитая вода, минеральная вода Красноусольская. Что сделали русские? Они просто везде, возле каждого источника понатыкали крестов, поставили какие-то купели, повесили иконы, поставили вокруг практически везде всякие храмы, всякие церквушки. И все. Туда приходишь, как будто бы, я не знаю, ты попал в Москву. Огромное количество всяких церквей, икон, крестов. Куда только не сунься, к какому источнику не подойди. Он там святой, там какой-то там Матрёны, святой какой-то Елены, еще кого-то святой, Варвары какой-то. Понимаете? Наши башкирские земли, они пришли, оккупировали, понатыкали везде крестов, понаставили икон и сказали, что это теперь священная православная земля. Она там якобы какие-то там, здесь были чудеса, вот тут появлялась какая-то святая там Варвара, святая там какая-то Матрёна. И сейчас попробуй снеси эти кресты, попробуй их демонтируй, поднимется крик, что вот вы провоцируете межнациональную рознь, что вы специально делаете так, чтобы был конфликт между мусульманами и православными. Хотя никакого согласования, никакого разрешения они у нас, у башкир, у коренного населения этих земель, у автохтонного народа, у хозяина этих земель не спрашивали. Пришли, в наглую установили, а сейчас кричат, что это всегда были наши землями, теперь они святые какие-то, там монастыри понаставили и так далее. Что я хотел сказать? Когда Республика Башкортостан станет независимым государством, а это обязательно случится уже в скором времени, потому что этот режим агонизирует и подходит к концу. Когда Республика Башкортостан станет независимым государством, РПЦ, Русская Православная Церковь, вот эта вот террористическая организация, которая очень много сделала для того, чтобы начать войну с Украиной, которая очень много сделала, чтобы бороться против мусульман, против ислама, религии ислама, которая ставит везде строит церкви, где надо, где и не надо, когда их не просят, которая выступает против строительства мечетей. Так вот это, и которая благословляет сейчас на захват земель Украины, до этого Грузию, Сирию и так далее. Вот эта террористическая организация, Русская Православная Церковь, будет запрещена в Республике Башкортостан. Никто, конечно же, не будет выгонять вообще всю религию православия. Нет, конечно же, у нас так проживает много русских, так и останутся они проживать, те, которые согласятся с независимостью Республики Башкортостан. Но, скорее всего, православие будет переподчинено не Московскому патриархату, православие Республики Башкортостан, а Константинополю. От Московского патриархата, конечно же, будем всячески с ними будем прекращать любое дело, как сейчас это делает Украина. То есть она просто уже не сотрудничает, не подчиняется Московской Православной Церкви. Здесь то же самое будет и в Республике Башкортостан. Русская Православная Церковь Московского Патриархата будет запрещена. Напрямую будет местная православная вообще епархия Республики Башкортостан. Она, конечно же, сохранится, но она будет подчинена Константинополю. А все незаконно установленные кресты,
всякие иконы, которые понавешали на башкирских землях, вне пределов населенных пунктов, которые установлены, во всяких природных местах, возле всяких источников различных, все это будет демонтировано. Все будет демонтировано. Просто будет чистая земля, чистая природа. Это мы обязательно будем делать. И пусть возмущаются все эти имперцы, все эти шовинисты русские, но мы обязательно это сделаем, потому что нельзя чужую землю вот так вот захватывать, вот так вот метить и говорить потом, что это наша земля, она всегда была нашей. Посмотрите, здесь нельзя здесь трогать, здесь это священное, здесь это там еще что-то. Нет, это башкирская земля, она всегда была башкирской, она и останется башкирской землей. На этом все. Хау булгыт, хурматлы милләттәштәр. До следующей недели. До свидания.